Теперь, дорогие мои, теперь хочу объяснить по поводу игровой поле. Видите, игровое поле как сделано. Я здесь ничего не придумал. Все бизнесы, я взял все бизнесы, которые в этом игровой поле видите. Большинство из них это бизнесы, которые я консультировал. Что-то из них я сам держу, такие бизнесы. Но я взял какие-то бизнесы, например, среднего дохода и какие-то успешного. Например, скажем, если я здесь говорю, что бутик одежды дает $1000 дохода, это я имею в виду, значит, успешный бутик дает. Может быть, есть те, которые $300 дают. Если я здесь говорю, что, например, шаурма или бутик мороженое или что-то вы поставили там на улице, это дает $300 дохода, значит, я имею в виду более средний успешный, который дает. То есть я хочу сказать, что все то, что вы здесь видите, они взято из практики. Здесь я ничего не нарисовал. Тут искусственно или свои фантазии или что-то-нибудь такое нет. Здесь все бизнесы проверены и все доходы, они такие есть, прибыли такие есть. Если вы будете профессионально делать бизнес, вы получите. Вот. Поэтому это реальная жизнь наша, это не игра. Не подходите к этому как игра. Подходите к этому, что вы архитектор своей жизни, вы сейчас будете планировать. Теперь, когда вы начинается с этого. Вы 6 человек сидите, все копируете это бланко, все заполняют. Когда все заполнили, обязательно калькулятор должен быть. Правильная игра так начинается. Вы начинаете бросать, у кого большой цифра попадает, значит тот начинает первый бросать, и вы начинаете играть вместе. Вот. В первом кругу вы бросаете всегда по одной. Вот эту косточку. Это не казино, это не для чего. Пожалуйста, если вы верующий человек, не воспринимайте это, как будто это азартная игра, что-то нет. Это для того, чтобы шаги делать. Это для того, чтобы просто облегчить шаги, как мы будем шагать и так далее. У кого больше цифра, значит он начнет шагать. Скажем, что вам попала шестерка. Видите вот это муравья. Вот это муравья, потому что вся моя деятельность это философия муравья, я учусь о муравье и так далее. Именно дружелюбие, командная игра, трудолюбие и так далее. Вот, вы начинаете отсюда. Вот это где старт написано, где зарплата. Отсюда начинается. Значит, выделите, если вам попало, например, 6, выделите 1, 2, 3, 4, 5, 6. Например, вот так будете шагать. Хорошо? Скажем, что вы попали на первую возможность. Если вы попали на первую возможность, у вас есть выбор. Взять маленькую возможность, среднюю возможность или крупную возможность. Как в жизни. У вас есть выбор. Что вы хотите, то и выбирайте. Например, скажем, что вы взяли малую возможность. Ну, например, вот вы смотрите всегда, когда вы хотите брать мало или средний или крупный, посмотрите, пожалуйста, из ваших денег. Посмотрите с кармана, ваших денег сколько и так далее. И посмотрите кругу, который вы играете, кто вас окружает, среда. С кем вы играете? Посмотрите это. То есть это как в жизни. Если вы встретили, у вас какая-то идея появилась, или если вы столкнулись с какой-то хорошей возможностью, если у вас есть деньги в жизни, вы это, возможно, можете использовать. Если нет, что мы делаем обычно? Мы у кого-то иногда долг берем для того, чтобы эту возможность использовать. Здесь то же самое. Кругу, который с вами играет, у вас есть круг, ваша среда, получается, вот с кем вы играете. Вы можете у них тоже брать кого-то в партнерство, либо у них брать долг. Такое право есть в этой игре. Если вы захотите кого-то, вы можете взять, предложить. Например, вы взяли эту, скажем, эту карточку, и там вы видите, что там нужно 5000, а у вас есть 2000, 3000 нету. Вы можете либо с кем-то это в партнерство делать, вы можете, скажем, либо с кем-то в партнерство делать, либо вы можете долг занимать у кого-то и делать эту игру. Поэтому, как в жизни есть, так и есть. Потому что я каждый день это же вижу в жизни. Видите, теперь очень важно понять, что выбор зависит от вас. Что вы выбираете, малый или средний, или крупный и так далее. Осознанно подойдите к этому моменту. Это очень важно. Если вы, например, скажем, что вы взяли средний предприниматель, средний бизнес, возможно, будет так. Средние возможности, бутик одежда, инвестиция $10 000, а ежемесячная прибыль $500. Вот. Вы посмотрите, у вас есть такие деньги или нет. Если нет, значит, либо в партнерство играете, либо вы сами и так далее. А если вы взяли крупный бизнес, смотрите, здесь есть другой. Например, скажем, что вы взяли крупный бизнес. Вот. По крупный бизнес одну важную вещь. Это тоже взято из реальной жизни. Видите, мало-средним бизнесом банк вам не дает кредит. Обычно, когда вы открываете маленький бизнес и так далее, часто бывает, что кредиты не дадут. Если дадут какие-то микрокредитные организации, они очень дорого.
Вот. Я не сторонник кредита, я не рассказываю вам, что идите, берите кредиты, но я вам говорю общество, в котором мы живем. Я верующий человек, я мусульманин, моя вера запрещает, я сам не беру кредиты, мы не берем их. И я не рекомендую брать кредиты, но общество, в котором мы с вами живем, эти банки существуют, их не надо игнорировать. Поэтому как есть, так есть. Адаптируйте свою жизнь постепенно к тому, что ближе к тот правило, которое говорит наша вера. Вот, дорогие мои, смотрите, если здесь крупные возможности. Если вы брали крупные возможности, здесь написано, что, например, клиника. Скажем, что вы открываете клиника, первоначальная инвестиция 70 тысяч долларов. То есть стоимость инвестиций 70 тысяч долларов. Но первоначальный взнос 21 тысяча, а остальные банк могут вам давать 49 тысяч долларов. То есть, как мы взяли? От реального бизнеса взял 30%, если у вас свои деньги есть, 70% оставшую сумму банк может давать вам. Поэтому мы взяли так, например, если 70 тысяч инвестиций, 21 тысяча у вас свое, а 49 могут давать вам банк. Если вот в таком случае, соответственно, здесь написано 70 тысяч стоимости инвестиция, 21 тысяч первоначальный ваш взнос, 49 тысяч в кредите и прибыль ежемесячная 4 тысячи долларов. Тогда вы возьмете эту бланку, вы здесь, если у вас деньги есть, вы покупаете его, например, если у вас есть первоначальный взнос, как в жизни. А если у вас нет такой взноса, такой суммы, вы можете это делать с теми, с кем играете в партнерстве. А теперь, если у вас есть полная сумма денег, выбор за вами, вы можете кредит не брать, просто купить его сразу 70 тысяч, отдавая купить. Понимаете, да? Вот это очень-очень важно понимать. Теперь, когда вы, если это берете кредитами, вы здесь пишете, вот здесь вы пишете, что, например, вот здесь оформляете бизнес, денежный поток 4 тысячи, первоначальный взнос 21 тысяча, цена бизнеса там 70 тысяч, и здесь пишите кредитная клиника, и здесь пишите цена 49 тысяч, то есть, вы пишете кредитная клиника, цена 49 тысяч, которая осталась. А это 49 тысяч. Вы почитайте годовой 12%. 12%, сейчас 12 до 20% во многих банках территории СНГ можно получать кредиты. От 12 до 20%, да, конечно, где-то есть до 25%, но ориентируемся, мы 12% взяли. Если, скажем, здесь вы умножаете на 12%, и эту процент, который выходит, делите на 12 месяцев в течение года, да, и эту расход ежемесячный процент сюда вносите. Соответственно, статья расходов увеличивается. В итоге получается, что меняется состояние вашей отчетности. Общий расход увеличивался, денежный поток 4 тысячи увеличился, в итоге пассивный доход увеличивался, общий месяц, соответственно, от этого общий доход вы минусуете общий расход, и, соответственно, увеличивался ваш месячный что? Доход. То есть, в итоге получится таким образом, приобретая бизнесы постепенно, ваша задача увеличить свой пассивный доход. Помните, что когда вот этот пассивный доход 3 раза больше, чем этот итоговый общий расход, вы финансово свободный человек. Это здесь вы должны отражать. Вот когда это расходы вы почитали, умножьте на 3, эта цифра здесь пишите, чтобы эта цель, она у вас была фиксирована. Вот. Дорогие мои, дальше. Вы попали, вот, например, сюда попали графа «ребенок». Значит, вы посмотрите здесь, на одного ребенка у вас было написано 50 долларов, например. Значит, у вас появился один ребенок, расход увеличивался. Вот так. Но, смотрите, если вы человек, который с возрастом, как в жизни, вам 50 лет, 60 лет, может быть, соответственно, у вас реальность детей не будет. Поэтому вы можете это что? Не писать себе. Следующая вещь. Вы попали на новость рынка. Если вы попали на новость рынка, кто бы не попал на новость рынка, вы открываете, например, поднимаете карточку и почитайте. Например, здесь написано, наступил отчетный период, компания выплачивает дивиденды своим акционерам. Доходы на одного акция составила 1 доллар. Компания акция «Газпром», например. Это новость на рынке, вот такой новость и так далее. Скажем, вот такой, да? Вот такой новость на рынке. И это, когда кто поднимает карточку, должен читать вслух, чтобы все знали. Потому что новость рынка мы туда внесли продажи недвижимости, какие-то инвестиционные компании хотят купить там доля какие-то бизнесы и так далее, и так далее. То есть это те вещи, которые часто происходят на рынке у нас. Вот это все мы вынесли сюда на новость рынка. Вот. Следующая важная вещь. Если вы попали сюда, графа расходов, вот вы шагали, попали графа расходов. Если вы сюда шагали, попали графа расходов, соответственно, здесь
смотрите, отличие. Если вы попадете вот сюда, где графа расходов, то есть именно шагали, попали в расходы, вы не имеете права отказаться. Например, я попал сейчас туда, я подниму, здесь что написано, и почитаю вам. Написано: новые часы. Проходя мимо магазина аксессуаров, вам понравились наручные часы, вы решили купить за $100 часы. Значит, вы хотите, не хотите, вы должны купить. Когда попадете в графу расход, это обязанность. Или другой, например, вот другой попал. Вы поднимаете предельки с друзьями. Ваши друзья собираются в кафе и вас позвали потратить $20. То есть, любое то, что вы здесь расход попадает, вы его обязательно делите. Вы его, то есть, эту сумму вы отдаете банку и обратно эта карточка, что сюда положите именно под колодец карточкой и так далее. Вот. Следующий шаг, например, вы попали сюда в фондовую биржу. Если попали в фондовую биржу, вы возьмете сюда, вы почитайте, что тут написано, например, фондовая биржа. Акции Газпрома, цена на сегодняшний день $1, но колебания цен будут, в пределе колебаний цен от 2 до $7. Если вы захотите, вы покупаете. Если не захотите, не покупайте. Понимаете, это точно так же, как открытие биржи, открытие объявлений и так далее. Захотите, вы покупаете по $2, по $1 сейчас акции, в будущем вы можете их продавать. Когда вы продадите, когда новая старинка будет, там будут обязательно, что акции Газпрома продаются по $5, по $7 или по $1. Вы захотите, продадите, захотите, приобретайте. Если вы попали в графа зарплата, соответственно, вы получаете вот эту разницу, где месячный доход. Вот это не касса, не общий доход, а общий доход минус общий расход, у вас есть месячный доход. Соответственно, вы получаете это месячный доход. Помните, каждый раз пройдя, даже если вы вот через него прошли, все равно вы банку говорите: дай мне, пожалуйста, мою зарплату. И они вам дадут. Ваш месячный доход получается, да? И вы возьмете его, накопите капитал и приобретайте возможность. Накопите капитал, приобретайте возможность. Теперь, дальше. Если вы попали на увольнение, соответственно, вы пропускаете 2 хода. Скажем, пара месяцев вы еще ищете работу. Но за это пара месяцев жить же надо, правильно? Расходы-то есть. Если даже доход нет, расходы есть. Вы же не можете детям сказать: о, папа без работы, так что кушать не будем. Нет, все равно расходы существуют. Поэтому у вас что будет? Каждый раз, когда проходите, когда другие проходят и так далее, вы из своих наличных деньги, вот это общий расход возвращаете, отдаете банку, вашему вот здесь банкиру, отдаете. То есть получается, что дохода у вас нет, но расхода есть. Каждый месяц вы отдадите общие ваши расходы. Вот эта сумма общего расхода из вашей кассы. Каждый раз, когда вы, то есть 2 хода пропуская, когда другие придут, вы пропускаете ход, но вы отдаете из кармана деньги. Дорогие мои, вот она. Вот так это продолжается. Если вы попали, например, на графа недвижимости, вот здесь, например, недвижимость, вы поднимаете недвижимость и почитайте. Вот. Вы почитайте, здесь написано: строительная компания ищет участки 25-30 соток для застройки. Они готовы заплатить 40 тысяч. Все, у кого есть участки, могут продавать. Как обычно в жизни. Например, да? Мы же видим, что в жизни постоянно так происходит. Или другое. Написано: дом на продажу. Если у вас был многоквартирный дом на продажу, стоимость $90 тысяч. И так далее, и так далее. Вот. Вы можете, например, приобрести недвижимость, или есть там новостройка, скажем, что там таких очень много информации, да, вот, например, новая семья ищет дом, готовы заплатить $90 тысяч. Все желающие могут продавать свою недвижимость. Если у вас было раньше, до этого, приобрели недвижимость, может быть, на 50 тысяч или на 70 тысяч, можете его продать. Вот, в общем, по игре вы походите вот так по ходу и так далее, и вы, соответственно, приобретаете, покупаете, продаете и так далее, и так далее. Но главная задача — увеличить пассивный доход, чтобы 3 раза было больше, чем ваши общие расходы. Когда вы вот эту цель достигаете, вот эта цифра, когда вы достигаете, у вас появится шанс прийти на большой круг.